Продолжаем дополнять информационную картину четверга. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Айсен Николаев работает сегодня в Мирнинском районе. Там глава провел совещание оперативного штаба. Сколько человек продолжает лечение от COVID-19. Приказ управления дорог Якутии вступает в силу сегодня. Запрещено движение по ледовым участкам 6 автомобильных дорог. В регионе продолжают выращивать сильнейших вольников. Торжественное награждение по итогам первенства России среди юниоров состоялось сегодня. Кабинет министров рассмотрит проект закона о расширении действия программы «Дальневосточный гектар». Его одобрение даст возможность получать второй земельный участок при успешном освоении первого. Вопрос о данном законопроекте был поднят премьер-министром Михаилом Мишустиным в августе прошлого года. В марте этого года премьер вновь вернулся к этому вопросу и потребовал оперативно выполнить поручение. Внесение проекта в Государственную Думу ожидается в ближайшее время. 38 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. По данным регионального оперштаба, в Якутске заболели 26 человек. 3 случая зафиксированы в Алданском районе, по 2 в Нерюнгринском и Усть-Алданском. Еще по одному заболевшему выявили в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Татинском и Тампонском районах. Массовая вакцинация в регионе продолжается. Количество поступившей вакцины в Якутию остается прежним. Это 110 812 доз. Первый компонент получили 87 539 якутян. Вторую вакцинацию прошли 53 826 человек. Таким образом, использовано почти 80% от поступившей в республику вакцины. Оперативный штаб принял решение провести информационно-разъяснительную работу с руководством учреждения образования и культуры, в частности, максимального уменьшения контактов, обязательного соблюдения ограничительных мер, а также запретить проведение массовых мероприятий с участием детей из разных учреждений. Заседание оперативного штаба в Мирнинском районе сегодня провел Айсен Николаев. От коронавируса там продолжают лечиться 48 человек. А всего с начала пандемии COVID-19 заразились свыше 5000 местных жителей. Активными темпами продолжается вакцинация. Порядка 8000 человек получили первый компонент вакцины. Об этом доложили главе республики. По словам руководства района, благодаря Алроса удалось значительно повысить уровень диагностики и лечения больных. Компания оказала больницам финансовую помощь, приобрела оборудование, лекарственные препараты, бактерицидные установки, тест-системы, аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, кислородные концентраторы. За счет предприятия в ЦРБ также установили компьютерный томограф и кислородную станцию. Также в Мирном Айсен Николаев принял участие в форуме «Будущее алмазных городов». Глава Якутии, руководство Алроса и участники форума обсудили развитие здравоохранения, образования, создание комфортной городской среды, строительство дорог в районе. Радует, что компания Алроса готова вести диалог, вовлечена в решение социальных вопросов и инвестирует в проекты не только Мирнинского района, но и всей республики. Итоги форума будут использоваться в совместной работе компании и правительства республики. Необходимо закрепить форум как ежегодное мероприятие, отметил Айсен Николаев. Давно назрела необходимость поговорить о будущем Мирнинского района, нашего важнейшего стратегического района нашей республики, да и всей России. И, конечно, вот те вопросы, которые были сегодня поняты, как раз вопросы социальные, вопросы жилья, вопросы инфраструктуры, транспорта, вопросы, связанные со здравоохранением, образованием, комфортной городской средой. Это те вопросы, которые волнуют всех, без исключения жителей района. Социально-реабилитационный центр для детей в Ленском районе после переезда окончательно обустроился. Центр – единственное учреждение района, где ведется комплексная работа по реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. За годы работы более сотни детей устроены в приемные семьи, рассказывает Светлана Балеева. Сегодня в реабилитационном центре светло, тепло и очень уютно. Такого комфорта у его постояльцев дома нет точно. Детишки проживают здесь, изъятые из социально неблагополучных семей, чаще по причине употребления родителями алкоголя. Сегодня здесь ни много ни мало 19 человек. Большая часть из них поступила буквально на днях. У нас детки с 3 лет до 18 лет. До 18 лет
Очень грустно бывает, когда дети от нас уезжают в детские дома, когда мы не нашли решения дальнейшей проблемы устройства ребенка. Очень грустно бывает, но на сегодняшний день такие случаи тоже есть. Многие дети сами не желают возвращаться домой, где их ждет нелицеприятная картина. Они предпочитают оставаться в центре, где нет пьяных родителей и всегда приготовлена горячая еда. Здесь действительно созданы все условия для комфортного нахождения детей. Просторные спальни и классы для занятий, оснащенные оборудованием для качественной реабилитации детей, столовая и спортзал, медицинский кабинет и кабинет психолога, который для детишек этой категории очень необходим. То есть это когда начинается возраст 12-13 лет, то есть пубертатный период, возникают определенные проблемы. Очень часто самовольные уходы, то есть это может быть употребление ПАВ. Сейчас есть такая тенденция, что дети поступают с интернет-зависимостью. Чтобы никто не оставался без дела, каждый день у ребят расписан. Во время нашего прихода кто-то был в школе, кто-то играл в компьютерные игры. Мальчики делали уроки, а вот два брата, только поступившие на днях в центр, строили ракеты. 3, 2, 1, пуск! Ракета летит! По словам директора учреждения, сегодня большинство детей возвращается в свои семьи. Это, конечно, радует. Многие берут в опекунские. Но хочется, чтобы и детей, отправляющихся в детские дома, стало тоже меньше. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Транспортные полицейские Нерюнгри пресекли незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. На железнодорожном вокзале станции Нерюнгри Пассажирская выявили 53-летнего местного жителя, пытавшегося сбыть специальное техническое средство, замаскированное под бытовой предмет. Установлено, что задержанный ранее уже занимался сбытом техники, предназначенной для негласного получения информации. Стоит отметить, что оборот таких товаров в России ограничен. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы. С 15 апреля запрещено движение для всех видов автотранспорта по зимним участкам дорог Умнас, Сангар, Кобяй, Лючинская, Сибян, Алдан, а также по ледовой переправе через реку Амгу. Приказ управления дорог Якутии вступает в силу сегодня. Проезд закрыт в связи с повышением температуры, изменением структуры льда и появлением колейности на сухопутных участках автозимников, говорится в сообщении. Генетическое разнообразие стерха в Якутии увеличат. Экспедиции для сбора яиц диких особей организуют в Алаиховском районе. Затем их доставят в питомник редких видов журавлей Окского заповедника. Экспедиция пройдет в рамках нацпроекта «Экология», сообщает Минприроды России. В настоящее время существуют две разобщенные популяции стерха. Одна гнездится на территории Якутии и зимует в Китайской Народной Республике, другая гнездится в Западной Сибири и зимует в Индии и Иране, говорится в сообщении. Отмечается, что западносибирская популяция находится в критическом положении. Ее численность не превышает 20 особей, тогда как численность якутской популяции насчитывает около 4000 стерхов. Как продлить срок эксплуатации запасных частей, знает плавильщик металла и сплавов Анатолий Щеглов. Человек редкой профессии, работает в Удачнинском комбинате. Хоть и уходит эта специальность глубоко корнями в историю, без нее не обойтись и по сей день. О профессии плавильщика в следующем сюжете. Втулки, резцы, шайбы не уйдут от ловких рук плавильщика металла и сплавов Анатолия Щеглова. Раскаленные до красна детали из печи попадают в масло для охлаждения, после в специальный резервуар для дальнейшего закаливания. Этот процесс позволит увеличить срок эксплуатации запасных частей. Профессия плавильщика металла и сплавов сродни специальности кузнеца. Только вот во втором случае требуется более творческий подход. А у Анатолия главное – четкая выдержка по времени и знание химических процессов, происходящих в печи. От этого зависит качество готовой продукции. Детали мне приносят уже готовые, я никакого не могу внести, кроме как термической обработки. А кузнец, он может сам изготовить, то есть на свое усмотрение, какую-то завитушку. Бывает, в день закалку проходят до 60 деталей. Самое сложное при работе на данном участке – это температурный режим. Вы только представьте, внутри печи температура плюс 860 градусов, рядом практически 200.
Но для нашего героя это уже привычное дело. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Сегодня провели торжественное награждение по итогам первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Напомним, с 9 по 11 апреля первенство состоялось в Иркутске. Студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева Станислав Свинобоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 килограммов. Также обладателем бронзовой награды в категории до 57 килограммов стал студент училища Олимпийского резерва Дархан Игнатьев. Отметим, что из Якутии на юниорском первенстве России выступили 20 борцов. Хотел поблагодарить своего тренера, личного тренера Василия Петровича и главы нашего района Николая Прокофьевича Старостина и первого тренера Николая Прокофьевича Сисева и Ивана Ильичевича Белелюбского. Ближайший план у меня первенство мира надо выиграть, и к нему я готовлюсь. На этом выпуск подошел к концу. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь на нашем канале.